Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Мы продолжаем знакомить вас и знакомиться сами с интересными людьми. И вот буквально через мгновение с нами на связь выйдет музыкант Артем Иванов. Артем Иванов, музыкант, был солистом группы «Инь-Ян». Сейчас пишет песни себе и другим артистам и строит сольную карьеру певца. Плотно сотрудничает со Светланой Лободой. Недавно спел с ней дуэтом. Артем, привет! Привет, Артем. Привет. Привет. Артем, много постов в твоем Инстаграм ты посвящаешь дочери, жене и Лободе. Скажи, пожалуйста, Лобода — это какой-то особенный человек в твоей жизни? Со Светой связаны мои самые большие успехи, по большому счету. Хотя я работал с достаточным количеством артистов, и с Лолитой, и Сашей Текилой, группа «Неангелы». Но со Светой после песен «Парень», «Суперзвезда» у нас начались достаточно большие проекты со Светой и с Нателлой Крапивиной. Вот. Поэтому, да, это важный человек в моей жизни, который определенным образом определил, так скажем, очень глобальный карьерный поворот в моей судьбе. По песням Лободе, сколько в целом песен ты написал Светлане? Смотри, мы начали работать с песней «Парень». Это была наша первая песня «Парень». Затем я написал песню «Суперзвезда», которая стала определенным тоже поворотом. Суперхитом? Да, собственно, в ее карьере. Затем уже в соавторстве я писал песню «Пуля дура». И сейчас практически все песни, прям 95% песен так или иначе проходят через меня, потому что у нас очень большой поток песен, поэтому мы иногда просто комбинируем одну песню из нескольких, где-то что-то исправляем, то есть мы просто создаем хиты. И то есть я с автором являюсь практически, то есть вот у нее вышел альбом, который называется Sold Out. Из всех песен, по-моему, только в одной я не участвовал, насколько я помню. Во всех остальных я участвую так или иначе. Артем, вы еще спели вместе с Лободой дуэтом. Чья это была идея? Да, Светана. То есть я написал песню «Плохой». Я хотел, чтобы ее спела Света. Собственно говоря, она предложила, говорит, давай вместе с тобой споем. Я, естественно, не мог отказываться от таких вещей. Единственное, да, что мы как-то выбрали эту песню сразу. Я просто сказал, что эта песня для меня настолько большая и важная, что я говорю, я просто хочу, чтобы она больше людей ее услышала. Потому что чисто музыкально она может быть, в ней нет каких-то там глобальных, каких-то хитовых математических заложек, но я считаю, что это очень большая песня. То есть таких песен, может быть там 2-3 за карьеру. Именно таких, которые сам композитор, вот когда ты его там уже все, я буду стареньким дедушкой, дай бог я доживу. Вот если меня спросят, вот что ты крутого написал, вот я как минимум скажу «Суперзвезда» и «Плохой», и еще что-то, что я напишу впоследствии. Поклонники под фото и видео ваших совместных выступлений со Светой сравнивают вас с Леди Гагой и Брэдли Купером. Ты сам как думаешь, что-то общее есть? Слушай, на самом деле, то есть было смешно, потому что волосы-то у меня отросли еще до этого фильма, то есть косплея никакого не было точно, то есть они у меня достаточно давно, у меня года 2,5, то есть у меня такие волосы, но в каких-то моментах, то есть это правда было похоже, но это скорее совпадение, то есть правда мы не ставили никакой цели. Потому что, то есть я говорю, то есть у нас такие образы были до этого кино. Но я смотрел кино, и правда в местах, то есть это было мило, похоже. Мне кажется, это дополнительный фан, это неплохо, почему нет. Артем, ты еще писал песни для других исполнителей. Скажи, пожалуйста, с кем тебе было сложнее всего работать? Если человек нам глобально не нравится, сейчас мы имеем возможность с ним не работать. То есть понятно, что в начале карьеры мы работали со всеми, кто заказывал у нас продукт и так далее. Сейчас, слава богу, мы имеем возможность просто выбирать, с кем мы хотим работать. Было сложно, глобально сложно работать. Мы сейчас с Нателлой Крапивиной сделали музыку для кино. Я написал музыку к фильму, который будет выпускать Нателла. Он, вернее, должен был выйти, но пандемия, все знают эту тему. У нас были закрыты кинотеатры. Называется «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Это очень с Аней Чаповской в главной роли. Это большое кино. И вот я сделал к нему музыку, и это было, правда, сложно, потому что, то есть, кино — это не поп-песня, то есть там существует 20 человек, с которыми ты утверждаешь эту композицию, то есть каждый там вносит свои какие-то коррективы, но это, конечно, очень интересно. Тяжело ли выходить из-за кадра к зрителям? Да, какое-то время я поработал за кадром, но это дало мне возможность измениться, получить определенный бэкграунд в плане композитора и автора песен. То есть после «Суперзвезды» мне определенным образом, конечно, стало немножко проще разговаривать с радийными боссами и так далее, но потому что они понимают, что как минимум ты в теме.
и с тобой имеет смысл вести диалог. И поэтому вот я думаю, что этого бэкграунда это достаточное место для толчка, хотя бы для того, чтобы развиваться как сольник. Зрители, выходите, это же понимаете, как легкий вид запрещенных веществ. То есть ты, если уже когда-то выходишь, то ты потом без этого Не можешь. вряд ли. Так, ну что, мы продолжаем общаться с Артемом, и сейчас нас ждет игра, правила которой расскажет Оля, пожалуйста. Артем, ты виджей РУ-ТВ и, естественно, переслушал все песни вдоль и поперек. Сейчас мы тебе предлагаем сыграть с нами в игру, которая называется «Перевертыш». А суть этой игры в следующем. Ты сейчас прослушаешь треки, они будут звучать наоборот, и тебе надо будет отгадать, что же это за трек. Ты готов? Да, готов. Давай попробуем. Так, первая композиция. Это моя какая-то песня, судя по всему, нет? Твоя? Сейчас. Похоже, голос похож на мой, в обратном, по крайней мере, перемотке. Ага, твоя песня. Мы все поняли. Твой... Возможно, он был похож на тебя, если бы ты вот одну прядь вот так вот опустил здесь, вот так вот, чтобы она... Все, я понял, кто это. Да, это не лето, да. И песня? У нас, правда, немножко. Это любимка. Ой, круто, да, это действительно так. Такое. Да, у нас просто тембрально, правда, немножко похожи голоса. Да. Итак, следующий трек. Какая-то турецкая народная, да? Наоборот. Мне кажется, это Зиверт, нет? Да, ничего себе, как ты слышишь. Может быть, еще песню самую? По голосу я слышу, да, я по голосу... Да. Каждому по факту, да, каждому по факту, да. Молодец. Отлично. Следующий трек слушаем. Так. Слушаем. Сейчас где-то кино-то есть. Сейчас. Сейчас что-то я затрудняюсь. Трек достаточно популярный, поет его группа. Вот так. Оп. Мне было похоже на Лагутенко почему-то. Нет, не путай. Это Рауф Файк. Нет, сейчас. Детство, сейчас. Артем, смотри, Да. подскажу, как называется трек. Хоп. Так, не смотри, что туда закрытый глаз. А вот Да. смотри, я есть, а вот сейчас меня нет. Сейчас, погоди. Сейчас, снова я есть. Ты вообще идеально по подсказкам. Я предлагаю, давай сделаем так, чтобы Артем хотя бы один трек не угадал, и послушаем оригинал. Нет, я хочу, чтобы он отгадал. Ну, не получается. Ну почему? Да. Так, слушай. Смотри, я просто- спряталась, да, а потом да. ты меня нашел. Ты мне просто скажи лучше, из какой страны группа? Из тогда тебе России. Раша. Ага, это русская группа? Да, и достаточно популярный трек. Смотри, трек называется «Хоп». И нет никого. Хоп. А давай мы с тобой так, сыграем. Прятки. Давай с тобой сыграем прятки. Да, Хамалина Вайт. Да, все, понял. Вот. Есть. Да, помогла, видишь? Да, там есть эти нотки. Точно, да. Давай мы с тобой сыграем прятки. Артем, я как могла тебе подсказывала. Да, спасибо огромное. Да. Я слышал эти да. Я не мог вспомнить, где это, в какой песне эти ноты были. Вот в этой были. Мы продолжаем. Да. Следующая Да, песня. отличная песня, отличные ребята. Да, но эта песня не трезвая, это я. Точно? Точно? Мы просто не знаем. Последний трек у нас всегда засекречен. Точно не лето? Да, это я. Не лето. Нет, это не трезвыми. Нет, это я пою. Точно. Это твой окончательный Да, ответ. я буду танцевать нетрезвыми ночами. Да. Да. Как это? Господин ведущий. Правильный ответ? Да, Дайте правильный нам. ответ. Пожалуйста. Да.
Артем, ты всегда себя слышишь, да? Даже наоборот? Ну, я слышу тех, кого я, точно знаю, либо хорошо помню голоса. То есть, когда у них есть какие-то, себя-то, понятное дело, знаю. Поэтому я и слышу себя. Ты знаешь, у нас были такие гости, которые не отгадывали себя. То есть, реально человек сидит, слушает свою песню, наоборот, говорит, слушай, я не знаю, кто это может быть? Это абсолютно нормально, если человек не пишет сам музыку. То есть, когда он просто работает в студии, он за день столько раз себя слышит, что он, улавливает какие-то самые там... И мы же отслушиваем всю музыку, поэтому, да. Короче, мы... не узнаются нормальные люди. Понятно. Вот так. Короче, в целом ты великолепно справился с нашим интерактивом. Спасибо большое, что вышел с нами на связь, и успехов тебе в творчестве в будущем. Артем, спасибо Ребятки, большое. спасибо вам. Спасибо. Спасибо огромное, вы классные. Всё. Спасибо. Всем счастливо. Пока-пока. Спасибо, пока-пока.